Мы начинаем. Дмитрий, приветствую. Хусейн, приветствую. Рад вас видеть. Сразу же, я видел вашу долгую эпопею, переписку в социальных сетях. И, знаете, вот, Дмитрий, наверное, вопрос к тебе. Вот у меня прям вот в ушах вот оно звенит это слово. Балабол. Что ты имел в виду? Можешь подчеркнуть и рассказать нам? Мне тоже интересно сейчас. Сейчас, подожди, поймаю. Слово «балабол» ассоциируется с чем? У нас в Казахстане человек, который сказал, должен сделать. Если не сделал, соответственно, получается балабол. А что ты имел в виду? Что не сделал Хусейн такого? Ну, чтобы мы, вот, зрители, поняли, по какой причине это было так сказано. Резкой такой причины не было переходить, да, на такие вот всякие ругательства. Но меня задел тот факт, что Хусейн в такой вот унизительной форме обратился ко всем спортсменам в лиге, и в том числе ко мне, подчеркнув мою фамилию, что он не признает нас вообще как спортсменов, как бойцов, что все, вот он. Сегодня он что сказал? Не всех меня отожмет. Понимаете? Мне не нравится то, что он к нам так относится. И тем самым мы ему дали понять, что в этот раз не надо разбрасываться словами. Ага, друзья, я хочу на деле подчеркнуть, Дмитрий все-таки не взял на себя ответственность сказать по этому поводу, но если вы помните, в одной из Zoom-конференций прошедшей между Хусейном и Айбулатом, я лично сам призвал, так скажем, Хусейн сказал, готов ли ты зарубиться с Айбулатом чисто в стойке. И Хусейн, если ты помнишь, тогда ты согласился. Да. Но вот этот твой замечательный проход в ноги, конечно, он незабываем. Но, с другой стороны, Хусейн, теперь даем тебе, так скажем, подушку разговорную. Пожалуйста, расскажи нам, по какой причине в тот, так скажем, злосчастный поединок для Айбулата ты сделал проход в ноги? Ведь вы вроде договаривались биться в стойке. Смотри, Сула, да, мы договаривались. Я не учел одного. Я не учел того, что Айбулат был левшой. Я этого не знал. А когда ты работаешь, постоянно работаешь с правшами и резко выходишь на бой с левшой, это вообще неудобно. Это как бы, не знаю, вообще провал полный, что ли, не знаю. Пропустить то, что мимо ушей, то, что Айбулат был левшой, я сам в шоке, как я не знал об этом, как я не просмотрел, не прогадал. Из-за этого он резко стал в левую стойку. О, ничего себе, левша, что ли? Ну, все. Значит, тогда наш договор отменяется, да? Я буду проходить в ноги. Ты это имел в виду? Да. Зачем мне, если мне неудобно? Это не бокс, это ММА. Ладно, я сказал, но так бывает, это бои. Так что, Попов, ты тоже не расслабляйся, я сейчас с левшами работаю. И это первое. Второе, что значит мы? Мы это кто? Я не понял, так и не понял. Мы. Постоянно мы, недооценивать нас, там все такое пишет, говорит. Кто это мы? Нет, подожди. Ты написал. Нормально, да, слышно меня? Да, тебя слышно, но это как бы смахивает на, как это правильно сказать, национализм, что ли, не знаю. Брат, какой национализм? Ты вот в том-то и дело, что ты меня не знаешь вообще. Вот, ты не знаешь, с кем я, бок о бок двигаюсь и все такое. Если бы ты меня знал бы... Мне это знать не надо. Мне знать не надо, с кем ты двигаешься, где там, что ты там делаешь, с кем чай пьешь, с кем ложишься спать. Мне это не интересно. Интересно слова, которые вылетают из уст. Мы. Это я вообще не понимаю, кто это мы. И ты... Мы, это значит, когда написано это было. Казахский народ ты это говоришь? Или как? Я не знаю, я вообще в шоке. Нас это недооценивает всех, кто есть в ростере, вот в тяжелом дивизионе. Ростере? Там и некого недооценивать. Кто там? Ну, ты написал, что нету никого, кто сможет меня победить, тем более Попов. Вот. Тебя отвечаю.
недооценивай нас, вот этих всех спортсменов, которые там есть. Нас не надо было говорить, тебе надо было меня недооценить. А нас И это их тоже не надо возможность. понижать, их А не кто там? Кого я там унижал? Кто там есть вообще? Там все ребята, ты их прекрасно знаешь, там много ребят есть. Нет, я не знаю. Ну, это видишь, твои Да, проблемы, не ты скажу. знаешь. Там и Ну, Зубков сейчас есть посмотрим. хороший, и Газаев есть, и кто еще Газаев? есть? Да, Газаев. Газаев, он даже не тяжеловес. Ну, он в любом случае будет и там хочет драться. Ну, ему будет сложно и там, и там. Если он Ну, тяжело будет выступать, ему очень сложно. 120 килограмм проходить меня, и один раз провалил, второго раза у него шанса не будет. Это Нет, невольная ты борьба. не Это знаешь для его тебя и как касается, спортсмена. и для него касается. Это спортсмена ты невольная его- борьба. Слушай, подожди, пожалуйста. Когда когда ты говоришь, я слушаю. Это невольная борьба, это ММА. В вольной борьбе другие правила. В ММА голова по-другому работает. Поэтому для Газаева, для тебя в том числе, это невольная борьба. Когда мне сказали, там, мастер спорта международного класса по борьбе, туда-сюда, я даже был, знаешь, Сула, я даже был готов отказаться от этого боя. Я испугался, ничего себе, международный, олимпийский там призер, все, я уже не дерусь с ним. Хотел по травме сняться, что такое. Потом увидел, там, закинули где-то, там, призеры, бронзовый, там, где-то там, военнослужащих, которые драться никто не умеет, среди этих, который выиграл. Такое облегчение было. Я после этого начал готовиться. Так, господа, джентльмены, теперь я бы хотел, интересная познавательная беседа прошла между вами. Друзья, скажу честно, достойного, так скажем, не то что достойно, а комментария, который бы, по крайней мере, меня удовлетворил насчет балабол, я так и не получил. Ну ладно, бог с ним, забудем и перейдем на другое. Дмитрий, Да. скажи мне, в чем ты видишь минусы своего оппонента, где его слабая сторона, которую ты углядел, если она таковая есть, и в чем его основное преимущество? Раньше, я думал, что у Самому него... интересно. Ну, сейчас у него вес сколько вес? Сейчас у меня 119-120. Отличный вес. Насколько, не знаю, тебя хватит. Но если бой затянется больше 2 или 1 раунда, тебе будет тяжело со мной драться. Почему ему будет тяжело? По какой причине? Ты хочешь его удивить своей борьбой или, я не знаю, контратаками? Не, Я борьбой люблю с этим всем. борьбой. И в борьбе, и в стойке. Мне самое главное функционально быть готовым, чтобы он был готов. Хусейн, Я теперь тоже- вопрос тебе. Стойка это Дмитрий- не про нас, братан. Стойка Дмитрий это Попов не про нас. говорит, что у тебя с функционалкой проблема. Что скажешь? Проблема у меня с функционалкой. Но Откуда я он сделал знает? вывод. Откуда Попов это взял вообще, я без понятия. У меня сколько боев? 10-11 боев. За эти все 11 или 11-1 у меня. Один бой у меня в Шердог не попал из-за того, что мой соперник его удалил. И за эти все 12 боев я ни разу не... единственное у меня поражение, которое в этом бою я устал, конечно, это было по состоянию здоровья, боксинг. Это не оправдание, все такое. И все раунды мы закончили в первом-втором раунде. Я там, не знаю, чтобы выдохнуться, там, уставать. Причин не давал никакого. Ясно. Тогда тебе сразу же вопрос встречный. В чем ты видишь основные минусы Дмитрия Попова, основные его плюсы, и как ты собираешься вообще с ним драться, если это можно сейчас хотя бы чуть-чуть приоткрыть карты? Знаешь, Сула, на что это будет похоже? Кто кого передышит, я так скажу, кто будет более функционально готов. Попов не бьет, вообще не бьет, бить не умеет. И в отличие от Попова, я умею бить. У меня и нокауты были, и добивания были, все это у меня было. Так что научись чуть-чуть хотя бы побить, чтобы зрелище. У меня было время научиться побить, и научиться побить.
Тебе понравится. Да, не сомневаюсь. Красавчик. Надеюсь на это. Ага. Я бы, друзья, честно Он не скажу, я бы не победит, не хотел быть победит. рефери на этом поединке и случайно попасть под шальную руку одного из этих бойцов. Это вот 100%. Ну что ж, я думаю, небольшое, так скажем, да, общение, печенье между нашими бойцами уже прошло. А сейчас давайте дадим, наверное, слово Дмитрию и попросим какие-то слова напутствия, может быть, перед поединком для своего соперника. Дмитрий, вам слово. Хусейн, не стоит недооценивать меня. Вот сейчас уже правильно. Меня, вот сейчас уже Не правильно. стоит Нас других Не туда смотри не на вмешивай. За себя отвечай. Не смотри на меня свысока. Этот, блин, бой Высока для... я выше, чем ты. Да что там 1 сантиметр? 1 сантиметр и только? И все. Разве? Сколько у тебя рост? 95 у меня. Ну, у меня 92,5. 2,5 сантиметра, не страшно. Значит, я свысока могу смотреть. В какой-то степени логика есть, я согласен, да. Да. Да, Сула, смотри, у Хусейн, меня... тебе слово. Нет, Смотри, подожди. Стоп. Дмитрий, ты закончил уже? Нет, я не закончил. Я тебе Это еще не закончилось, Не господин стоит. Дмитрий, вам слово. готовься, давай, брат, полноценно. Это противостояние мне очень интересно. Ты отличный спортсмен, и я хочу сделать все в этом бою, чтобы выйти оттуда чемпионом. Чемпионом или победителем? Здесь кто кого передышит, тот и победит. И в этом аспекте, я думаю, я буду лучше тебя готов. О, Проблем с функционалкой у меня вообще не было. проблема что? С функционалкой у меня никогда. Ну, это смотря с кем ты дерешься. Так, теперь, наверное, дадим слово уже для напутствия непосредственно Хусейну. Хусейн, я думаю, то, что Дмитрий имел в виду, что победитель выйдет чемпионом, так скажем, окей, без пояса, но вы одни из самых сильнейших бойцов в этом ростере, и было бы, наверное, логично победителя вашей схватки назвать действующим чемпионом вашего дивизиона. Хусейн, тебе слова напутствия для Дмитрия Попова. Я хотел драться уже за пояс с Зубковым, так как Дмитрий уже выиграл Зубкова. Когда я выиграю Дмитрия, бой с Зубковым мне будет уже не интересен. И мне первый раз мне предложили какого-то бразильца, из-за чего-то он снялся, там, не знаю, не смог драться, не знаю, или перенесли турнир. Я хотел более, знаешь, таким рейтинговым бойцом подраться, чем с Поповым. Ну, что поделать, Попову мне предложили, я не выбираю соперников, с кем дают, тем и подерусь. Так что бой будет очень интересным, зрелищным. Для Попова это будет очень большое испытание. Если он меня выиграет, у него будет большой шаг вперед. А если я его выиграю, это небольшой шаг. Я думаю, очередной соперник. Но это не значит, что я недооцениваю его. Соперника никогда нельзя недооценивать. Я и Булата никого не недооценивал до этого. Все, кто выходит в клетку, они выходят, чтобы драться. Но я собираюсь выйти победителем с этой клетки. Так что готовься. Спасибо большое. Итак, желать удачи я не буду, потому что удачи будет на моей стороне. Так что... Это знает только один Господь Всемогущий. А я, друзья, вам еще раз напоминаю, 26 ноября NFC 35, город Алматы. Вживую вы сможете лицезреть это зрелище на Алматы-арене. Ну, а в прямой трансляции не забывайте подписываться на YouTube-канал Найза ТВ. С вами был Сула, это наш боец, а также Найза ТВ и ММА Найза, ММА Найза Рус. Всем пока, салам алейкум, аривидерчи.